Здравствуйте, ребята! Меня зовут Евгения Владимировна. Я проведу урок русского языка в 4 классе. Тема нашего урока – простое и сложное предложение. На предыдущем уроке вы вспомнили, что мы называем предложением, какие предложения бывают по цели высказывания и интонации, сформировали представление о простом предложении, отработали навык определения грамматических основ в простых предложениях. Свои мысли каждый человек выражает по-разному. Кому-то достаточно одного слова, чтобы выразить свои чувства, либо рассказать о произошедшем событии, а кто-то разовьет свои мысли в красивых многословных предложениях. Поэтому и предложения нашего языка очень разнообразны. Сегодня мы обратимся к простым и сложным предложениям. На уроке вы узнаете, какие предложения относятся к простым, а какие к сложным. Как отличить сложное предложение от простого? С помощью чего соединяются части сложного предложения? Какие знаки препинания ставятся между частями сложного предложения? Понаблюдаем за предложением и найдем грамматическую основу. Мальчик уснул. Кто? Мальчик. Это подлежащее подчеркиваем одной чертой. Мальчик что сделал? Уснул. Это сказуемое подчеркиваем двумя чертами. Грамматическая основа «мальчик уснул». Это простое предложение, потому что имеет одну грамматическую основу. Ветер мягко шелестел листьями. Что? Ветер. Это подлежащее. Ветер что делал? Шелестел. Это сказуемое. Грамматическая основа «ветер шелестел». Это простое предложение. Луна светила в окно. Что? Луна. Это подлежащее. Луна что делала? Светила. Это сказуемое. Грамматическая основа «луна светила». Луна светила в окно – это простое предложение. Из примеров видно, что это простые предложения, потому что имеют одну грамматическую основу. Но при помощи союзов и интонации мы можем превратить несколько простых предложений в одно сложное. Мальчик уснул, когда ветер мягко шелестел листьями, а луна светила в окно. Это предложение сложное, потому что в нем присутствуют 3 грамматические основы. Мальчик уснул, ветер шелестел, луна светила. Простые предложения в составе сложного на письме выделяются запятыми. Определяем, сложное предложение или простое. На примере пословиц и поговорок посмотрим разницу между сложными предложениями и простыми. Под лежачий камень вода не течет. Грамматическая основа – вода не течет. Основа одна, следовательно, предложение простое. Солнце сияет, а месяц светит. В этом предложении 2 грамматические основы, так как 2 разных предмета совершают 2 разных действия. Солнце сияет, а месяц светит. Значит, предложение сложное. Лес рубит, щепки летят. В этом предложении 2 грамматические основы. Первое – рубят, это сказуемое. Кто производит действие, нам неизвестно, поэтому в первой части предложения только один главный член. Вторая – щепки летят. Делаем вывод. Это предложение сложное, так как оно имеет 2 грамматические основы. Сделаем вывод. Предложение, в котором 2 и больше грамматических основ – сложное предложение. Сложные предложения состоят из нескольких простых предложений. Сколько простых предложений, столько и частей в этом сложном предложении. Части сложного предложения – это не просто соединенные вместе простые. Объединившись, эти части продолжают, дополняют друг друга, превращают разные мысли в одну, более полную. Простые предложения в составе сложного могут быть соединены интонацией или интонацией с союзами. В зависимости от этого сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. Напомню, что союзы – это служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой части сложного предложения или однородные члены предложения.
На письме части сложного предложения разделяются запятой. Если части сложного предложения соединяются союзами «и», «а», «но», то запятая ставится перед союзом. Например, «Пригрело солнышко, и появилась молодая травка». Это предложение сложное, потому что имеет две грамматические основы. Первая – солнышко пригрело, вторая – травка появилась. Части этого предложения соединены не только интонационно, но и при помощи союза «и». Обратите внимание на то, что хотя в предложении стоит одиночный союз «и», но перед ним ставится запятая. Это касается и союзов «а», «но». Следует отличать сложные предложения и предложения с однородными членами и правильно ставить знаки препинания. Перед союзами «а», «но» всегда ставится запятая. А постановка перед союзом «и» запятой часто вызывает затруднения. Для того, чтобы разобраться, в чем разница, давайте рассмотрим примеры. Путешествие было коротким, но очень интересным. Это простое предложение с одной грамматической основой. В этом случае запятая разделяет однородные члены и ставится перед союзом «но». Рассмотрим следующие предложения. Я сидел на дереве и боялся сдвинуться с места. Ласточки жили под нашей крышей и ждали появления птенцов. В каком из случаев нам следует поставить запятую? Чтобы не ошибиться, найдем в каждом предложении грамматические основы. В первом предложении одна грамматическая основа – «я сидел и боялся», а во втором – две – «ласточки жили и мы ждали». В первом случае союз разделяет однородные сказуемые, поэтому запятая не нужна. Второе предложение является сложным, состоит из двух частей, соединенных союзом «и». Следовательно, запятая ставится. Можно сделать вывод. Запятая в простом предложении разделяет однородные члены предложения, а в сложном разделяет его части. Знаки препинания, как пограничники, строго охраняют границы между частями сложного предложения. Между частями сложного предложения ставится запятая. Например, покраснела рябина, посинела вода. Важно запомнить, что в сложном предложении может как запятая разделять части сложного предложения, так и однородные члены. Чтобы не ошибиться в постановке знаков препинания, надо найти грамматические основы предложений. Предложения нашего языка очень разнообразны. Иногда при одном подлежащем может быть несколько сказуемых, или при одном сказуемом может быть несколько подлежащих. Такие члены предложения называются однородными. Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения. Например, ночью собака подкралась к даче и улеглась под террасой. Предложение простое, так как одна основа, одно подлежащее и два сказуемых. Собака подкралась и улеглась. Союз «и» соединяет однородные сказуемые, поэтому запятая не ставится. Люди спали, и собака ревниво сторожила их. Предложение сложное, так как две основы. Люди спали, собака сторожила. Союз «и» соединяет части сложного предложения, поэтому перед союзом нужна запятая. Составим алгоритм, как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении. Сначала находим и подчеркиваем основу предложения. Считаем, сколько слов, сколько основ в предложении. Если основ 2 и больше, предложение сложное. Нахожу границы частей сложного предложения и нумерую части. Выделяю союзы, если они есть. Ставлю запятую между частями сложного предложения перед союзом. Проверяю написанное. В заключение хочется сказать, что сегодня на уроке вы узнали, что предложение, в котором 2 и больше грамматические основы, это сложное предложение. Части сложных предложений соединяются при помощи интонации и союзов «а» и «но». При письме части сложного предложения разделяются запятой.
Для закрепления полученных знаний на уроке выполните домашнее задание по учебнику, страница 121, упражнение 334. Нужно прочитать предложение, подумать, где необходима постановка запятых и почему. Списать, вставив пропущенные буквы. На этой же странице выполните упражнение 335. Спишите текст, расставьте запятые, сложное предложение разберите по членам предложения. Желаю вам удачи и хороших знаний!